Отец Георгий, скажите, может ли исповедь или беседа с батюшкой заменить курс психотерапии? Вообще, если есть какие-то а, проблемы психического характера, психоэмоциональным состоянием, наверное, можно, конечно, обратиться к специалисту, но мы, конечно, всегда говорим о том, что жизнь церковная, она должна занимать важное место в жизни человека. Вот важно себе задавать вопрос, зачем я живу, какой смысл вообще в моей жизни, зачем мне нужны таинства церковные, что такое исповедь. И если мы по-настоящему найдем ответ на это, конечно, мы не будем вообще уклоняться от исповеди. Исповедь, причастие– это то главное, что должен делать человек для того, чтобы жить с Богом, христианин. Мы называем себя христианами и можем себя называть христианами только в той мере, в которой мы соединяемся с Богом. Если мы имеем часть с Богом, да, вот корень причастия, мы самым реальным образом в причастии становимся вместилищем Бога, воспринимаем в себя самого Христа, чтобы Он жил в нас. Ну, в общем, не буду сейчас эту тему сильно пытаться раскрыть, а если еще есть проблемы, с которыми необходимо обратиться к специалисту, к психологу, конечно, это можно сделать. Я бы еще взял благословение у священника. Вот. И в тандеме, конечно, вот и духовная жизнь, и психология могут, конечно, какие-то изменения благие в человеке совершать. А также у нас есть и священники, которые имеют соответствующее образование. Конечно, можно тут найти комбо. Вот, но очень важно, конечно, еще и попасть, если обращаться к специалисту, то к хорошему. Знаем современные тенденции, вот, которые в психологии тоже практикуются, которые часто вот с научной психологией вообще не имеют ничего общего. Тут опять же будем по традиции вспоминать апостола Павла. Испытывайте все, полезного держитесь. Вот свет и разум нам дал Христос, важно очень всегда все оценивать, трезво пытаться и с Богом, с молитвой, не оставляя духовную жизнь, печься и о своем теле. Потому что душа это одно дело, а вот психика это часть тела, это телесность человека. Вот ее, конечно, тоже надо подправлять.